Они собрались здесь, чтобы почтить ту, кто этого действительно заслуживает. Ашат Кадзоева не народная, но уже всеми любимая писательница. Сегодня ее стихи будут доступны не только на ингушском, но и на русском языках. До яблок не дотягивались руки, они дразнились высоко в ветвях. Стихи Ашат Кадзоевой в переводе Валерия Латынина звучат по-особенному. Здесь нет ничего лишнего, только личные переживания повествователя. Они читают вместе, как и в то время, когда трудились над переводом стихов. Настоящую поэзию нельзя делить по гендерному признаку. Это поэзия или не поэзия. И нельзя говорить о высокой поэзии, что это мужская поэзия. Это поэзия настоящая, это поэзия высокая. Дяхис и Дегачу «Родина во мне» – это сборник стихотворений, который напечатан сразу на 2 языках. Книга впервые была представлена в рамках круглого стола развития национальной литературы в контексте современного литературного процесса России во время прохождения 35-й Московской международной книжной ярмарки. Вначале я писала на русском языке, но потом я подумала, что если я ингушка, я должна писать на ингушском языке. У меня были опасения, что у меня это не получится. И я сказала себе, вот напишу одно стихотворение пробное. Если оно у меня выйдет, значит, я могу писать. А если не выйдет, значит, не получается. И я написала в этот вечер стихотворение, в котором я не поминала ни одну запятую, потом ни одно слово. Оно было короткое, и оно было экспромтом. Ее творчество о жизни, чувствах и любви. Со свойственной скромностью она никогда и не подумала бы, что они когда-нибудь выйдут в свет. Писала для души, но уже в 2012 году выпустила свой первый сборник стихов. А уже сегодня ее творчество переведено на русский председателем Совета по национальным литературам Союза писателей России Валерием Латыниным. Он очень хорошо понял эту нашу поэзию. Он очень глубоко вникся туда. И вот если будете читать, вы обратите внимание, сравнивайте ингушский текст и русский текст, и вы найдете, что ничего, ни одного образа не осталось не упомянуто в русском переводе. Ни одной такой серьезной мысли не осталось не переведенной. Что ничего не было как-то переведено немножко, не так или так, изменено не было. Это удивительно точный перевод. В 2015 году некоторые из стихов Ашат Кадзоевой вошли в антологию «Современная литература народов России». Сегодняшняя презентация проходит в рамках освещения и продвижения деятельности Ассоциации союзов писателей и издателей России при поддержке национальных авторов в регионе. Это очень значимый проект Ассоциации союза писателей и издателей. Проект называется «Местоимение». И в этом проекте издаются со всей России, собираются авторы, и лучшие авторы, и издаются их произведения, очень профессиональные переводчики издают их произведения. И вот в первую 4 авторов со всей России вошла наш национальный поэт Ашат Кадзоева. Поздравить автора с выходом нового сборника собралось немало людей. Место тоже выбрано неспроста. Ее творческий путь в мир большой поэзии начался именно здесь. В 2011 году девушка пришла работать библиотекарем. Затем она здесь же трудится как журналист, ведет новостную ленту сайта и становится редактором журнала «Библиотечный вестник Ингушетии». Каждое стихотворение заставляло глубоко задуматься. Я поражался точностью ее, почти фотографичностью ее образов, глубиною тех чувств, которые она поднимает. Она очень тихая по характеру, такая молчаливая, и я боялся, что она останется для нашего народа, для почти незаметной. Сегодняшний день для меня большой праздник. Праздник сегодня и для всех присутствующих. На достигнутом девушка не собирается останавливаться. В душе рождаются все новые строки на родном языке. А сегодня поддержать ингушскую писательницу приехали и воспитанники Горского кадетского корпуса. Родина, славная наша былина, лучше которой нигде не сыскать. Башни взметнулись подобно вершинам,
чтобы высоту наших гор показать. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.